Вот у нас наконец идет вода, это большое благо для нас. Без воды, как говорится, не постираешь, не приготовишь поесть. Только оставшись без элементарных благ цивилизации, человек начинает по-настоящему ценить то, что имеет. Семья Цычоевых вместе с 2 детьми 20 лет скиталась по съемным квартирам. Собственный дом начали строить несколько лет назад, пока жили по соседству в старом съемном. Им казалось, что все трудности уже позади, все заработанное тратили на строительные материалы. Но прошлой зимой съемный саманный дом сгорел, сохранить почти ничего не удалось. Вынести единственное, что удалось, и то благодаря пожарнику, который был в маске, какую-то часть документов. Некоторые сгорели у нас, правда, потому что я знала просто, где у меня эта папка лежит. Все остальное абсолютно непригодно ни к чему. Пожар случился, как говорят соседи, из-за скачка света, замкнула электропроводка. В новом доме масса недоделок. Теперь Цычоевы еще должны возместить ущерб арендодателям. Оказавшись в таком непростом положении, женщина обратилась в «Солидарность», который впоследствии помог проложить газ и воду. Фонд «Солидарность» нам проложил отопление. То, что по нашим доходам, по нашим меркам у нас никогда бы не получилось. Мы жили, у нас буржуйка стояла почти до того момента, как проложили отопление, у нас была сырость, черные стены. Большое спасибо фонду «Солидарность», людям, которые в этот фонд перечисляют деньги, потому что никогда не знаешь, куда тебе придется обратиться, что с тобой в данный момент или в другой момент случится. Это же люди, которые из добрых побуждений перечисляют деньги, что кому-то какая-то помощь будет оказана. В списках фонда более 1500 семей, поэтому обратившимся помогают в порядке очереди и по конкретным направлениям. Кому-то прокладывают отопление, другим возводят стены, третьим строят крышу. Все работы ведутся за счет добровольных пожертвований, поэтому готовить для нуждающихся дома, что называется, под ключ, возможности нет. Комиссия ежедневно она выезжает по этим адресам, то есть нельзя игнорировать ни один адрес, по каждому адресу надо работать. И после того, как устанавливается факт, допустим, действительно, что семья находится в нужде, то действительно они нуждаются в строительный материал, а как правило фонд, мы изначально поставим такую задачу, мы на руки деньги не даем, то есть помогаем только строительными материалами. И, конечно, обращаются те, которые действительно нуждаются. Инициатор создания фонда – глава региона. На недавнем совещании Юнусбек Евкуров подчеркнул, что работу фонда нужно организовывать максимально прозрачно, чтобы жители Ингушетии наглядно видели, куда идут их пожертвования. Вы на будущее не просто так картинкой покажите, пригласите сюда этих женщин, кому мы помогли. Иногда, конечно, как увидишь хозяина дома, потом думаешь, а надо ли вообще помогать, который в состоянии сам день и ночь пахать, чтобы заработать деньги. Но тем не менее, мы думаем про женщин, про детей. Я думаю, посмотрите в этом вопросе. За 2 года существования фонда помощь была оказана сотням семей. А в предстоящий священный месяц Рамадан руководство фонда планирует активизировать работу, чтобы как можно больше семей встретили главный праздник мусульман, как и положено, за большим столом и в своих уютных домах. Зарема Ивлоева, Майрбек Миржоев, Новости 24.